И еще одно сотрудничество на благо Коми, на этот раз с Тульской областью в рамках проекта «Композитная долина». Об этом сообщила заместитель председателя правительства республики Ирина Бахтина по результатам рабочей поездки в Тулу. Там она встретилась с первым замом губернатора Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили планы развития сотрудничества между двумя регионами, в том числе расширение кооперационных связей промышленных предприятий, образовательных и научных организаций. Ирина Бахтина побывала на предприятиях особой экономической зоны «Узловая», где планируется размещение инновационного научно-технологического центра «Композитная долина». Там зампред правительства Коми ознакомилась с работой первого резидента зоны в композитной отрасли предприятия «Тензаграф», которое выпускает графитовые уплотнительные материалы для строительной и авиационной отраслей. Тульскую область знаю совсем не понаслышке вот уже скоро как 13 лет. Прогресс, достигнутый за последнюю пятилетку, особое отношение к каждому инвестору и особое место науки и технологий в повестке правительства области не могут не вдохновлять. По итогам поездки стороны договорились о дальнейшем развитии межрегиональных отношений, прежде всего в области разработки и производства композитных материалов. Соответствующее соглашение между главами двух регионов может быть подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в июне этого года. Интерес тульской стороны вызвали инновационные разработки Института химии Коми-научного центра Уральского отделения РАН, заявленные в докладе «Стратегическая альтернатива». Напомним, инновационный научно-технологический центр «Композитная долина», постановление о создании которого в январе подписал премьер-министр Михаил Мишустин, начнет работать в Тульской области в 2023 году. Заинтересованность в участии в проекте подтвердили 39 компаний, среди которых структуры Росатома, Газпромнефть, Объединенная авиастроительная корпорация. Области применения композитных или композиционных материалов не ограничены. Они применяются в авиации, автомобилестроении, горной промышленности и гражданском строительстве и в других областях народного хозяйства.